приехали в монастырь мужской действующий. И здесь есть пещерный комплекс, который мы и хотим посетить. Тут колодец. Получается, нужно бросить? Нет, не надо бросать. Ты что? Ты потом как поднимешь? Ну вот. Нет. Как ты ведро? У тебя привязанное оно? Да. Ну-ка, ну-ка. Ну, давай, попробуй. Шум-то сука сделали. Капец. Нет, ты его ставь туда. Ты вот так вот берешь и ставишь. Все, теперь нужен ковшик. Ну, значит, нужно взять не ковшика, а что-то поменьше. Ну вот можно здесь. Да. Сейчас это я думаю. Как тебе? Нормально. Я думаю, это просто закрыто, просто показывает, что тут вот был вход в пещеру. Но сама дверь закрыта, я так полагаю. Открой. Вот и все, вот и вся пещера. Ого. А мы там не сможем пройти, там закрыто уже, там все. Холковский подземный монастырь. Памятник архитектуры начала 17 века. Охраняется государством. Взяли платную экскурсию. Сейчас пойдем в подземелье. Городище – это древнее поселение людей. Но насколько древнее, значит, мы судим по археологическим находкам, по раскопкам, которые здесь производились. На самой высокой точке стояла небольшая крепость. Все, мы заходим в пещеры. Монастырь был возрожден в 99 году. То есть он молодой совсем. Итак, это наша пещера, 126 метров входа. В конце находится действующий храм. Один вход и выход. Вентиляции мы тут никакой не видим, но дышится легко и свободно. Постоянная температура плюс 8, плюс 12 градусов зимой и летом. Все, идем в пещеру, спускаемся. Ну, здесь по ощущениям нормально, прохладно. Значит, одна напротив другой. Слово монах греческое означает одиночка. Мы всегда живем по одному, это нам очень нравится. И вот, значит, здесь поселилось 2 человека. Сюда стелилось сначала доски, клались, потом сено или солома, вот, для тепла, для мягкости. Потом могло быть что? Шерстяное одеяло, потому что овечек держали в хозяйстве, да? Это вот келья. Полка для книг. Здесь место под икону. Место отдыха. Все тоже. Вот место под икону. Место смерти, да? Оттуда начали нашу экскурсию. Сходили сюда. Теперь идем в действующий храм. На 8 метров. Пришли художники, попробовали, нашли резать. И оказывается, он хорошо режется, можно вырезать прямо на стене. Вот такие иконы замечательные, барельефы называются. Первый барельеф «Воскресение Христово». Мы до сих пор в монастыре кушаем быстро всегда. За столом разговаривать нельзя. Нам читают книгу «Жития святых отцов». Это трапезная, где помещается до 20 человек. Вот сегодня сказали, 20 человек зашли. Идем в храм.
длительное время, да, должно быть. Вот с помощью молитвы. Пришел сюда наместник, руководитель монастыря, помолился и сказал: братья, отдали молить здесь у нас. Скажите, что вы думаете? Как вам экскурсия под Мне землю? очень понравилась, очень содержательная экскурсия, очень грамотно подан материал, не слишком затянут, но в то же время очень полно освещена история этого места. Абсолютно согласна. Все, а теперь мы идем наверх на смотровую площадку. Мы сейчас поднялись на смотровую, откуда открывается вид куда? На 3 района нашей области: Чернянский, Это- Новоскольский и Старооскольский. Шеренгету здесь все рядом. А еще, когда мы были на экскурсии, священник сказал, что с этой смотровой они могли видеть наступление врагов за 2 дня. Владимирский храм-звонница, каменный храм во имя святого равноапостольного князя Владимира, построен на вершине самого высокого Холковского холма, в том самом месте, где 6-7 мая 1185 года предположительно состоялась встреча 2 братьев князей Игоря и Всеволода. Смотрите, вот мы только что закончили, а здесь уже новая экскурсия. И снова вниз, и снова рассказ. Интересно. И вот оттуда мы спустились. Съехали с дороги и решили сделать пикник. К речке я спуститься так и не смогла.